Счетная палата Республики Таджикистан в прошлом году выявила финансовые нарушения на сумму в 376,9 миллионов сомони. Таджикистан попал на 6-е место в рейтинге дружбы с Россией. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вышел на свободу. Число погибших в Турции и Сирии превысило 40 тысяч человек. Финансовые нарушения на сумму 376,9 миллионов сомони выявлены в результате проверок со стороны Счетной палаты Таджикистана в госструктурах страны в прошлом году. В министерствах и ведомствах, центрах управления инвестиционными проектами, субъектах государственного хозяйствования и других бюджетных учреждениях в 2022 году была проведена 191 аудиторская проверка, сообщает пресс-служба палаты. Властям приняты меры по устранению выявления недостатков и финансовых нарушений на сумму 375,5 миллионов сомони, из которых 275,4 миллиона сомони восстановлено в государственный бюджет, 101 миллион сомони предприятиям, организациями и учреждениям. В структурах министерств, комитетов и государственных организаций и учреждений по итогам проверок выявлены финансовые нарушения на сумму 107,5 миллионов сомони. Из них 106,6 миллионов сомони были восстановлены. Были также проверены 30 центров и групп по реализации государственных инвестиционных проектов, и тут выявлены финансовые нарушения на сумму 21,3 миллиона сомони. Но вся эта сумма была восстановлена, отмечается в сообщении. По результатам аудиторской деятельности Счетной палаты в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер было передано 100 материалов на сумму 384,7 миллионов сомони. Для устранения финансовых нарушений и недостатков в министерствах, ведомствах, госучреждениях и центрах инвестиционных проектов было направлено 31 заключение. В результате в отношении 323 человека применены дисциплинарные и материальные взыскания, а 19 человек уволены с работы, сообщает Счетная палата Республики Таджикистан. В конце прошлой недели специалисты национального НИИ развития связи в Москве предоставили рейтинг дружбы с 14 постсоветскими странами России. В рейтинге Института страны оценивалось по 68 показателям. Это внешнеполитические, экономические, медиа, коммуникации, коммуникации в образовании, науке, культуре, молодежной связи, религиозный диалог и другое. По стабальной шкале Беларусь с 88,4 баллами признана самой близкой к России страной. Второе место занял Кыргызстан с 66 баллами. Узбекистан, набрав 59,3 балла, занял третье место в рейтинге самых близких и дружественных к России стран. По результатам рейтинга Казахстан 58,4 балла и Армения 57 баллов, которые работают вместе с Россией в качестве государств, членов таких структурах, как ОДКБ и Евразийский экономический союз. Таджикистану 57,9 балла, которые направляют сотни тысяч мигрантов в Россию, и Туркменистан 47,1 балла, имеющие крупные энергетические контракты, остались позади Узбекистана. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, арестованный в августе 2019 года, освобожден из колонии. Ему отменили приговор по делу Бутукаева и разрешили выезд за рубеж, пишет информагентство «Фергана». Верховный суд Кыргызстана отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Бутукаева. Первомайский районный суд разрешил Атамбаеву выезд за рубеж. Издание «Кактус Медиа» сообщает, что 14 февраля бывшего президента Кыргызстана выпустили из колонии номер 27 в селе Молдавановка. У колонии его ждали сторонники, а в селе Койтаж семья накрывала стол. Атамбаев сказал, что планирует поехать на лечение в Испанию, ему требуется операция. На вопрос, вернется ли он в политику, Атамбаев ответил, что время покажет. Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Это больше, чем количество погибших во время землетрясения в 1939 году, что делает февральские бедствия самым разрушительным в современной истории Турции, пишет BBC. Общее число погибших в Сирии достигло 5800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, отмечает издание.
В Турции общее число детей, проживающих в 10 провинциях, пострадавших от 2 землетрясений, составило 4,6 миллиона детей. В Сирии пострадали 2,5 миллиона детей, сообщил журналистам пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер. Турецкие СМИ сообщили, что спасатели не теряют надежды найти выживших еще в нескольких местах, где под руинами были обнаружены признаки жизни. Как сообщил во вторник турецкий президент Эрдоган, в спасательных работах участвуют в общей сложности 249 тысяч человек. Эрдоган отметил, что работы в зонах бедствия продолжатся, пока спасатели не вытащат из разрушенных зданий последнего человека. В опубликованном в выходные дни докладе Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса экономический ущерб от землетрясения оценивается в 84,1 миллиардов долларов. В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сообщил, что президент Сирии Башар Асад согласился открыть еще 2 пограничных перехода. По его словам, Асад согласился открыть контрольно-пропускные пункты Баб-ас-Салям и Аль-Раис Тюрки на северо-западе Сирии на 3 месяца, чтобы обеспечить современную доставку гуманитарной помощи.